Мусор продолжает гореть на городской свалке по Вилюйскому тракту в столице. Напомню, что возгорание началось еще накануне. Сообщение о нем поступило 17 января около 15 часов дня. До этого времени работники свалки пытались погасить очаг своими силами. Один пожарный расчет в настоящее время находится на городском полигоне с 2 водовозками АО «Водоканал». В данный момент проводится проливка территории. Также была проведена отсыпка грунта в районе горения для ограничения доступа воздуха. Завезено почти 1200 кубометров песка. Возгорание началось со стороны дороги на неэксплуатируемом участке. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Данное возгорание нами еще фиксировалось в декабре месяце. И все материалы по данному возгоранию были направлены в прокуратуру, в Росприроднадзор для проведения с их стороны мер по ликвидации данного последствия. Возгорание, как вы видите, неконтролируемое идет на полигоне. Чем оно опасно? Это, конечно, выбросы в атмосферу. И эти выбросы, диоксины, вы знаете, что город у нас находится внизу, в котловине, да, при розе ветров, которая дует туда, все это будет оседать на территории нашего города и негативно сказываться как на экологии города, так и на здоровье граждан. Ситуацию с пожаром взял на контроль министр экологии региона Сахамин Афанасьев. По последним данным, на территории полигона остается задымление. Региональное управление Росприроднадзора в связи с этим сообщило о ведущейся проверке и мониторинге качества воздуха на территориях, расположенных вблизи столичного мусорного полигона. Также начато административное производство. Результатами лабораторных исследований было установлено, что концентрация оксида азота, фенола, взвешенных веществ не установлена, а концентрации метана, аммиака, формальдегида, сероводорода, углерода не превышают предельно допустимых концентраций. Кроме того, замеры были сделаны на территории самого полигона города Якутска на 9-м километре. И там непосредственно, где возгорание идет и задымленность, превышение идет по углероду, по саже. Превышение идет практически в 1,5 раза от предельно допустимых концентраций. Замеры будут продолжаться ежедневно до устранения задымленности. Вечером также будут проведены замеры.